Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Надежда Саханская. Вообще, если говорить о креативной экономике, то сразу понимаешь, что она выполняет множество значимых функций, помогая развить, например, человеческий капитал и предоставить каждому возможности реализовать какие-то свои проекты и идеи. Однако, говоря о креативной экономике, мы всегда помним про айтишников или, например, дизайнеров, но вот как-то забываем о музыкантах. А вот прежде всего, прежде чем мы начнем наш сегодняшний разговор с музыкантами, давайте посмотрим небольшой сюжет. Знакомьтесь, это группа «Псы Баяная». Коллектив, организованный еще в 2014 году, играет в жанре этно-рок. Композиции на языке саха погружают в зловеще холодное путешествие среди духов якутской мифологии. Все это время тоже как-то менялся жанр, в котором я выступал. Сейчас мы дошли до определенной стадии, которая сейчас имеется у нас. И стараемся выделять время на то, чтобы записывать новый материал, работать над новыми песнями. Тяжелые рифы, эмоциональные гитарные соло, шаманские барабаны и магнетический вокал сплетают воедино фольклорные мотивы и современное металл-звучание. Не так давно в коллективе появился новый басист Николай Ермаков. Сыгрались быстро, сейчас работают над новым материалом. Играю где-то месяц с ними, а так я на сцене уже с 14 лет, это с 2008 года сам выступаю, в разных группах играл, во многих. И вот наконец-то пришел к своим друзьям, к ребятам, позвали. Очень интересно, очень классно, мне очень нравится. У ребят огромные планы, идеи, надеюсь, что я помогу им эти идеи и планы реализовать. То есть хотим и по стране поездить, и за рубеж поездить, также альбомы, писать музыку новую. Тур – дело непростое, и здесь логичным будет задать вопрос, а кто же занимается продвижением таких инди-коллективов? Сотрудничество менеджеров с музыкантами – один из столпов творчества такого толка. И пока одни оттачивают мастерство на музыкальных инструментах, другие обучаются профессионализму вести организационные моменты. У нас на самом деле очень талантливые ребята, у них есть и задел, и уже направление именно в будущее, но надо именно их упаковать. Мы не только музыкой занимаемся, но и себя можем продвинуть, к вам приехать, себя показать, так скажем, выступить у вас вживую, сыграть. Такое обучение приносит свои плоды, ребята сыграны и планируют покорять вершины. Ну а послушать участников медиа-акселератора вживую можно уже 22 февраля на ближайшем концерте, который станет очередной контрольной точкой творческого процесса. Надежда Саханская, Стас Потапов, Якутск. Так вот, о роли музыкантов в креативной экономике и в целом о музыкальном акселераторе пойдет сегодня речь с нашими гостями в студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Кирилл, Ян, расскажите, вот вы занимаетесь организационной частью музыкального акселератора. В чем же суть такого мероприятия? Давайте я начну. Перед Якутией стоят большие цели по развитию креативной экономики. В прошлом году, в День Республики Арсений Сергеевич Николаев подписал стратегический указ о развитии креативной экономики, где были определены приоритетные креативные направления, в том числе и музыкальная индустрия. Для каждой приоритетной креативной индустрии установлены определенные задачи. В частности, для музыкальной индустрии это увеличение прослушивания в 100 раз в стриминговых платформах. И для реализации поставленной задачи корпорация развития Якутии совместно с партнером школы и Дома музыкантов разработали акселерационно-образовательную программу «Саха-Wave». И акселератор в целом направлен на поддержку местных музыкальных талантов. Как поддерживают местные музыкальные таланты? Все хорошо. Работаем. У нас таланты очень яркие, я бы сказал, мирового уровня. Я думаю, что мы себя очень сильно недооцениваем. И эксперты, которые приезжали, организаторы больших фестивалей в Монголии, люди, которые ездили по всему миру, например, Альберт Кувезин из Тувы, когда он приезжал к нам в Якутск, он послушал наши группы и сказал, что наша группа играет на мировом уровне. И что они на самом деле были бы интересны зарубежному слушателю. И поэтому мы пришли к выводу, что музыканты-то у нас есть, сцена очень хорошая, но мы из этой сцены уже выросли давно. И поэтому нам надо развивать музыкальный бизнес, музыкальный менеджмент, научиться продвигать наше творчество
И это работа, в которой нам нужна помощь, потому что это доступ к уникальным таким экспертным знаниям. Это более высокие бюджеты, чем те, которые мы можем себе позволить, чем музыканты могут себе позволить. Потому что большинство музыкантов, сами знаете, занимаются этим от души, особо много не зарабатывают. Поэтому вот в этом плане нам государство помогает. И сейчас корпорация развития Якутии очень классная команда. Они понимают, что происходит. И вот мы сейчас делаем очень точный, эффективный, такое вот эффективное действие. А курсы там, получается, авторские или откуда-то их присылают? Может, какие-то, не знаю, федеральные есть учебники, что-то в этом духе? Есть лейблы, и у них есть образовательные курсы. Вот мы изучаем сами эти курсы, передаем эти знания участникам. И также мы приглашаем экспертов. Это люди, которые уже занимаются, то есть они имеют практический опыт. Это не теоретики. Они живут этим, они сами фанатеют от того, что они делают. И там очень правильная энергия возникает. И вот наши участники чувствуют эту энергию, и как-то это все у нас очень гладко сейчас идет. Ну вот у нас в студии сегодня есть участники. Илья, Вячеслав, расскажите, почему же ваши коллективы заинтересовались музыкальным акселератором? Когда мы впервые услышали про то, что нечто такое организовывается, мы сразу, особо не раздумывая, приняли решение участвовать, потому что, по большей части, потому что хотелось просто какого-то движа, чтобы в чем-то участвовать, потому что мы уже давно играем, и Якутия, как республика с малым населением, на самом деле, да, не больше 1 миллиона человек, у нас ловушка в том, что, с одной стороны, у нас есть много коллективов, мы много играем, но при этом у нас нет внутри Якутска, занимаясь музыкой чисто пришел после работы, пошел на репетиции и так далее, особо далеко никуда и не продвинешься, если нет какой-то осознанной цели, осознанного движения какого-то вектора. Поэтому мы решили участвовать. И сразу скажем, с первого же собрания стало понятно, что не зря. Потому что когда видишь много людей, которые занимаются этим, и когда слышишь о музыке, в том числе от других людей, и когда слушаешь, что говорят люди, которые уже имеют большой опыт в музыке, да, в мировой, ты невольно заражаешься их взглядами, их как скажем, энергией, да, правильной. Поэтому мы уже не пожалели о том, что участвуем, и сделали на самом деле очень многое по сравнению с тем, что у нас было буквально, наверное, в месяце ноябре. Мы пока еще себя не узнаем, можно сказать. Илья, а как у вас складывалось? Так, добрый вечер. Пришли к выводу с радостью. Если честно, если быть честным, давно пора на самом деле. Да. Мы играем, если честно, мы с 2005 года играем, до сих пор молодые, скажем так, красивые. Играем здесь, по чуть-чуть есть записи на YouTube каналах, сейчас YouTube чуть-чуть уже не YouTube, скажем. И почему бы действительно не выйти хотя бы для начала на российский хотя бы, для начала. А если и Россия выйдет, можно и сразу зарубежные планы. То есть, в принципе, с ребятами я соглашусь. Сыгранность у нас действительно ничем не хуже. На самом деле, если подумать, раньше казалось, что что мы там где-то в Якутске, там далеко, кто нас обратит внимание. Оказывается, я смотрю, ребята с других регионов смотрят не только наши концерты, а вообще любые выступления, они поражены. Не скажите, вы же участвовали в международных фестивалях. Это же было. Было, но мы не хотим об этом рассказывать. Ладно, хорошо. Давайте поговорим о продвижении. Чем занимается менеджер? Ирина, чему учат вас? Получается, как уже сказали, да, у команд уже есть свой материал. Они
играют его уже очень сыгранно, и наша задача менеджеров это именно продвижение и упаковка этого материала в вкусный вид, скажем так, чтобы это было интересно слушателям, чтобы это было интересно фестивалям, да, вот организаторам фестивалей, чтобы их хотели приглашать, ну, когда мы и вообще упаковывать саму заявку на фестивале, чтобы сделать красивое оформление группы, да, то есть это позиционирование самой группы, чтобы вот фото были качественные, чтобы контент был качественный, и это было интересно зрителям и вот организаторам, которые смотрят и могут приглашать именно. Даже не могут, точнее, мы подаем правильно заявку. Вот, мы как раз учимся подавать эти заявки, упаковывать наши, ну, вот, в том числе вот, веб-сайт, соцсети, чтобы были видео, фото, чтобы были именно лайв-видео, и концертные видео, то есть статические, динамичные. Вот, все это очень важно для подачи заявок. Вот, и мы вот именно этому учимся. И также, как правильно именно продвигать на площадках тоже ну, сами песни. То есть с кем сотрудничать при этом продвижении, то есть с лейблами, может быть. И вот этому как раз в акселераторе нас обучают, мы проходим вот эти курсы, и, то есть, и сразу там идет, получается, теория и практика, то есть нам что-то рассказали, и мы как бы это сразу применяем к группе, и что-то вот получается, поэтому у нас достаточно быстрый темп набран, и действительно вот как с тем, что мы зашли и что уже сейчас есть, то это уже мы на несколько шагов продвинулись. И на самом деле я бы еще отметила вот этот акселератор тем, что получается у нас якутский менталитет, видимо, что он такой, что мы скромные, да, Закрытые. Что мы закрытые, да, скромные, что вот мы как бы делаем, ну и вроде бы как это так и должно быть. А если смотрят западные, это, кстати, не только по музыке, я уже замечала тоже, что нам кажется, что так и должно быть, а когда смотрят, что мы, оказывается, делаем очень качественно, очень хорошо, но мы этого сами не осознаем. И вот здесь нам как раз подсвечивают, получается, вот эксперты, которых приглашают, что мы действительно на уровне, как минимум российском, и действительно мы можем на мировой уровень выходить со своими группами, да, со своим творчеством. Вот. Ну, в целом, вот, наверное, так. Ну, хорошо, давайте продолжим говорить о музыкальном акселераторе после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Сегодня мы говорим о музыкальном акселераторе. Ирина, вот еще такой вопрос. Ну, группу «Псы», «Баяна» и «Усюсь» мы хорошо очень знаем в нашей республике. Это все-таки жанр этно-рок. Но в акселераторе, насколько я знаю, принимают участие, там, например, скажем, и джазовые коллективы, и еще какие-то музыканты, которые занимаются сольным творчеством. А почему вы как-то вот соединились вообще с этим коллективом? Почему не подумали о каких-то других исполнителях? Ну, значит, у нас было просто распределение такое, куда пришли группы и менеджеры, да, которые хотели, ну, люди, которые хотели бы заниматься менеджерством. И при этом распределении просто, можно сказать, что так получилось, что я попала именно в группу «Псы Байная», и также в рамках акселератора я, получается, работаю с группой еще «Мат в три хода», это уже из Покровска, они тоже играют такой панк-рок, и с ними, ну, получается, у них, ну, вот у групп, которые туда пришли, у них разный уровень, то есть каждый на своем уровне делает вот свои шаги вперед, то есть кто-то уже выходит на мировой уровень, а кто-то вот продвигает, именно записывает песни, то есть свои, ну, выстраивает только вот эту вот свою экосистему, чтобы и соцсети были, и видео, и фото, и вот поэтому с разными группами вот по-разному ведется работа, но тем не менее они все продвигаются вперед. А где интереснее работать, с самого нуля или там, где коллектив уже сыгран? Ну, так как я вообще не занималась этим раньше, поэтому мне, конечно, интересно и там, и там. Просто вот атмосфера в группах, она все равно разная, и кто-то вот заряжен на все 100%, и они прям все кипят, да, а кто-то вот тоже только вникает в это все и по мере возможности тоже выполняет
свои задачи. Поэтому, ну, как-то прямо их разграничивать я бы не разграничивала. Мне интересно и то, потому что я бы хотела как-то продолжить, во всяком случае, эту деятельность, да, после акселератора. И, конечно, мне нужно знать и как устроено все сначала, и как устроено уже... Примерно с середины пути. Да, когда уже что-то имеется. Ян, ну в акселераторах, как правило, имеются ведь победители, а у вас немножечко другая структура, насколько я поняла. Вот что по итогу получат для себя участники акселератора? Да, у нас формат акселератора отличается. У нас нет проигравших и победителей. В целом мы намеренно взяли большую воронку участников, чтобы как можно быстрее вовлечь музыкальное сообщество вот в креативную экономику. Потому что это как относительно того же кино и дизайна, это новое направление для развития. И поэтому мы решили все-таки брать большую воронку. Наши таланты прекрасно пишут музыку, как коллеги отметили, но при этом сталкиваются с вопросами по менеджменту и продвижению своего творчества. И данный акселератор в первую очередь это образовательная программа, которая охватывает широкий спектр музыкальных направлений, такие как запись аудио-видеоконтента, формирование бренда коллектива и, получается, в целом менеджмент музыкальной индустрии. Основная цель акселератора – это помочь молодым музыкантам развивать свой потенциал и развить профессиональные качества для успешной карьеры. И в практической части для участников по итогам их работы мы в формировании своего бренда мы подготовили призы, такие как фотосессия, запись вокала, сведение треков, сведение лайв-видео, съемка клипа и разработка брендбука коллектива. Ну, это очень шикарные призы, надо сказать. Но вот если говорим о новичках, да, у нас сегодня в студии Илья Винокуров. Илья, вот вас, наверное, можно назвать уже ветеранами сцены. Ну, списывать не надо, конечно. Нет, не списываем, конечно. Просто это, наверное, те, кто могли бы как раз-таки в качестве экспертов выступать с таким богатым багажом сценического опыта. Ну, где мы были, допустим, тот Красноярск, Магадан, больше нигде, допустим, а хочется-то еще, почему бы нет? А что-то новое для себя открываете? Да, конечно. Ну, в данное время мы старые записи обновили, обновленные записи идут, это, то есть уже еще лучше даже, скажем, аранжировка старых хитов, старые записи, допустим, действительно, ну так, скажем, республиканского уровня. А теперь делаете качественный ремастер. Ремастеринг, можно так сказать, да, и аранжировка чуть-чуть уже намного тяжелее стала. Кое-где добавили скорость, может, темп, то есть. И звучит уже действительно уже по-другому. То есть, и вот этот материал уже, как говорится, кому-нибудь или куда-нибудь там, вот, послушай, посмотри, это уже не стыдно, то есть. Да и раньше было очень даже Не, хорошо. ну имеется в виду, как не стыдно, а ну уже больше не республиканского Получается, что уровня выросли. чуть-чуть, да. Уже намного лучше уже. Вы еще ОГОС организовали? Да, ну, расскажет про вас. Хорошо, да, мы поговорим про него обязательно. Вячеслав, вы нас тоже очень интересуете, потому что ваш коллектив в целом позиционирует себя как этнорок. Вы говорили нам о том, что долго шли к этому звучанию. Как же к нему пришли и с чего начинали? Ну, когда мы только начинали, у нас был женский вокал. Вот. И сразу с самого начала мы нацеливались на то, что у нас будет этно-металл, более с таким, ну, с современным звучанием, чтобы, да, больше современности было. Вот. Но, к сожалению, наши вокалистки, они молодые девушки, ну, видимо, для них участие в подобном проекте было чем-то вроде промежуточного этапа в процессе их самопознания, поиска себя. И поэтому они спустя, ну, где-то год, они менялись. Вот. У нас сначала была Аяна, потом Аина, потом еще раз Аина другая пришла, потом Саскалана была, и после 4-го раза у нас был такой некий кризис, потому что мы уже привыкли, получается, за 4 года вот, к тому, что у нас есть такое фирменное звучание с женским вокалом.
и взяли какую-то паузу. Вот. Группа не была активной некоторое время, потом был ковид и так далее, но мы уже где-то спустя год нашей паузы были намерены как-то возобновить свою деятельность. Особенно мы вот смотрели на песни, которые мы насочиняли за это время. Вот. С ними-то мы ничего особо и не смогли записать, не успевали просто, вот, хотя и хотели. И подумали, что ну как-то обидно будет такое богатое наследие просто так оставить. Вот. Да и я как-то вот за эти годы немножко развил свои вокальные данные и решили возобновить нашу деятельность. И по-нормальному так мы начали играть, наверное, уже с 2021 года. Вот. Только-только. И к тому же мы ввели еще национальный инструмент Крымпа, что сделало звучание наших песен более богатым. И, пожалуй, на тот момент именно и началось наше вот то звучание, которое можно услышать сейчас. Которое уже фирменным можно назвать. Ну, возможно, да, возможно. Все-таки эксперты меня очень интересуют. Кирилл, может, вы мне поможете в этом. У вас же там шикарный список. Это и музыканты, это и продюсеры, это и менеджеры. Вот кто за что там отвечает? Список экспертов? Да. У нас система такая. Вот есть приглашенные эксперты, которые практики. Это разные музыканты и так далее. Вот, например, у нас была встреча с Анжелой Грин-Апельсин. Все ее знаете, у нее миллионы прослушиваний. А она нам рассказывала, как это все работает. Просто вот так на пальцах. Я вот это сделала, вот это вот так получилось. Вот это сделала, вот это так получилось. Она в 2018-2019 годах, она вот, ну, была у нас там в Доме музыкантов. Частенько мы Новый год вместе справляли. Это такой же человек, как и мы, да. Просто он сделал какой-то ряд действий. И вот она вот эти связки вот эти нам дала. Далее там у нас была встреча с Идгелем. Это организатор фестиваля Playtime в Монголии, очень крупный такой в Азии фестиваль. Мы их приглашали вместе с Аялом, организатором фестиваля Холбон, сюда, в Якутск. И они приезжали с Цеценом вдвоем, и мы с ними очень хорошо подружились. Это люди, которые знают, как проводятся фестивали, как рассматриваются заявки. Они нам сказали, что должно быть в заявке, как она должна выглядеть. То есть это супер практические такие, ну, знания. Это не теория, не 10 томов каких-то книг. Это просто одна встреча, но очень полезная. Да? Далее у нас была встреча с Альбертом Кувезиным, Ядха, человек, который во всем мире просто тувинский рок, тувинское горловое пение сделал брендом. И вот в 90-х годах он очень четко, там, 2 часа нам рассказывал. Просто, ну, в моей жизни это, наверное, самая такая была практическая встреча, когда вот за промежуток времени столько полезной информации дается. Он просто нам все выложил. Как работают, какой опыт у них был, как не надо делать, как надо делать. Там, ну, может быть, вы знаете, Apple iPhone 15, вот их трек звучал в этой рекламе, звучал трек Ядхи. Да вы что? Да. Ну, это очень высокого уровня музыканты. Они очень скромно ходят, они вот, ну, как бы нормально общаются, там, у них нет каких-то таких вот высокомерных таких движений. Но вот такие у нас замечательные эксперты. И это люди, которые неравнодушные. То есть мы когда с Яном еще проектировали это образовательное, мы сказали, нам не нужны люди, которые приедут, будут делать это за деньги, нам нужны люди, которые, ну, за нас болеют, которые хотят, чтобы якутская музыка развивалась. И более того, что наши эксперты встретились, они еще и нам помогают. То есть, допустим, Альберт мне уже 3 контакта, ну, я вот в группе сам играю на гитаре, отправил 3 контакта в Китай, Казахстан и Россия. То есть это люди, которые организуют туры. И мы сейчас тоже вместе с акселератором, параллельно моя группа этим занимается. Мы сами себя упаковываем, тоже формируем заявки и тоже будем отправлять. То есть это не такое, что вот мы в отрыве, мы сами в этом находимся. Ну и наши ребята тоже эксперты. То есть, ну, допустим, вот там фестиваль Холбон, например, там, да, это очень большое событие для нас. Дом музыкантов, мы тоже какой-то такой экспертностью обладаем. Не буду громко говорить, но мы кое-что знаем, да. И вот мы ребятам помогаем. Как Ирина сказала очень правильно, все на разном уровне. И есть те, которым просто надо отправить на фестиваль на заявку, это уделить 1 час своего времени и отправить по списку просто по имейлам. И все, и ты уже поехал там в мировое турне, да. И есть такие, которые вот только первые записи делают, которым надо немножко подтолкнуть, сказать, что, ребята, у вас классные песни, давайте записывайтесь. Ну и
Кроме того, вот мы не только вот как бы образовательным занимаемся, мы еще и у нас сейчас есть студия звукозаписи, Дом музыкантов, и наши ребята там записывают лайвы, это живые выступления, то есть это вот, ну, как они вживую играют, да, шоу-кейс это так называется. И студия звукозаписи есть, они там песни свои записывают, ну и вот звукорежиссеры начинают получать какую-то работу, и вот это все вот, оно все вот связано. Ребята сейчас делают классный фестиваль ОГУС, потом весной там, может, еще что-то большое сделаем. Ну, то есть это не так, что мы в отрыве, мы очень как бы комплексно вот в этом всем. Поэтому экспертность, она вокруг везде. И сами эксперты у нас классные, и теорию, которую мы изучаем, тоже очень такая качественная. То есть мы очень постарались. Хорошо, тогда после небольшого перерыва мы поговорим уже конкретно про фестиваль ОГУС. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». Мы продолжаем говорить о роли музыкантов в креативной экономике. Так вот, фестиваль ОГУС-2, который пройдет уже в эти выходные. Илья, расскажите, потому что есть у вас опыт, насколько организация такого мероприятия сравнима с организацией, например, Табыка и Холбона? ОГУС у нас уже второй. ОГУС уже второй год пошел. Только-только начинаем, учимся. С организациями Табык, таких фестивалей, как Холбон, конечно, нам еще далеко расти, но ничего, мы растем. В эту субботу, 22 февраля, по адресу Рыбдинского, 33, у нас вот состоится, скажем так, фестиваль или выступление сборное ОГУС-2 с 5 вечера. При участии Green Moment. А это чем-то сравнимо с Рок-Морозом, который когда-то в Якутске проводился? Может быть. Я, кстати, забыл уже Рок-Мороз, честно. Ну, что-то было такое, я не помню, кто выступал, но тем не Ага. менее. Летом просто проходило же несколько холбонов. Вот, Вячеслав, ваша группа не принимала участие, ну, там же мероприятие шло 3 дня. Там мы были. В Вот там вы были, да. а в августе вас не было? В августе были. В августе вот, были. А вот в июле нас не было, да. Но в прошлом году мы в июне были. И в августе тоже были, по-моему, если мне Потому память не что изменяет. сам Аял говорил, почему вот на некоторых действительно нет. Они специально все не перемешивают. Да. То есть он, как говорил, он даже хочет сделать именно концерт такой, именно мягкой музыки. Ага. Полностью. То есть, Разнообразие. Да, именно разнообразие. Инди, да, вот более мягкие, например, альтернативные. Коллективов Или очень же много. конкретно тяжелые самые. Или более-менее средние. Добавить больше тяжести или, Да. наоборот, убавить. И В вот общем, поэтому вот ребята были, то их нет, то иногда нас, допустим, нет на каких-то, допустим, выступлениях. То есть это такого Хочется, нету. конечно, каждый раз быть, Да. но мы относимся с пониманием. Ну да. Просто один фестиваль идет 3 дня, а у вас не фестиваль, вы уже сами дали другой термин, это больше концерт. Вот организация 3-дневного мероприятия от многочасового отличается или там канва похожая примерно? Да, в принципе, что 3 дня, что 2 часа, по идее, одно и то же. Просто больше групп, соответственно, если 3 дня. Тайминги широкие, то есть, побольше. да, штат больше, вот как Слава говорит. Ну, в принципе, и за 2 часа можно, допустим, всех собрать. Допустим, каждая группа по 2 песни. Почему бы и нет? Но еще раз повторим, мы пока специально решили, это металл-проект тяжелый. Хорошо. Кирилл, возвращаясь к вопросам продвижения, вот в перерыве мы поговорили немного о том, что все начинается с метода проб и ошибок. Где сейчас, вот, учитывая, что музыкант будет упакован, будет проще завоевать зрителя? У нас в республике, в больших городах России, или это может вот выстрелить где-нибудь на международной площадке? Ну, у меня какое-то внутреннее ощущение, что нам особо не надо метиться на российский уровень, петь на русском языке, да? Нам нужно метиться на мировой уровень и петь на своем родном языке. Потому что у нас очень богатая, красивая культура, и это своего рода миссия для, может быть, якутских музыкантов. Ну, рассмотрите это как
миссию, да, для себя, потому что, ну, это классно рассказывать о своей культуре на мировом уровне. И с точки зрения вообще смысла, и с точки зрения вот, логики тоже. Потому что если вы станете популярным в Китае, то это вот просто на всю жизнь уже ну, обеспечите себя работой и популярностью, да. Вот сейчас там у нас Европа, Америка, не очень, может, хорошие отношения, но вот Азия, почему нет? Я даже когда ездил, вот, кстати, с командой корпорации развития Якутии в Москву, там был министр культуры Москвы Капков, бывший экс-министр. Ну, человек такой очень хорошо разбирается. И он сам нам сказал, а что вы, вот в Москву вам 6 часов добираться или 7 часов, да? Или вот здесь вот Азия, там 3 часа, да? И это же действительно так. Мы все-таки азиаты, и нам тоже это как бы, ну, можно двигаться в сторону Азии. И я почему-то так даже удивился про себя, а почему мы раньше об этом не думали? И на самом деле вот Япония, Китай, там Южная Корея. В Южной Корее очень много шоу-кейс-фестивалей проходит. Поэтому, ну вот вообще в целом я придерживаюсь того, чтобы наши якутские рок-группы ездили на шоу-кейс-фестивали именно по Азии. И там очень много самобытных классных коллективов. И, ну, представьте, вот просто вот такая вот огромная наша республика, там, да, вот малые народы Севера. Супер просто неизученная культура, неизвестная никому. И мы вот с этой культурой приезжаем, и мы по-любому будем интересны. Со всеми этими нашими мелодиями, мотивами, ритмами, да. Это будет что-то вообще сильно отличающееся от того, что было услышано зрителями до. Поэтому, ну, вот я верю в то, что нам надо продвигаться на мировой уровень и через Азию. Ну, наверное, в этом есть какой-то толк, потому что многие мировые коллективы, там, группа Queen, например, они же начинали свое турне с Японии, запускали промо-компанию, в общем-то, так дальше и пошло. А про Китай вы сказали, я почему-то сразу Витаса вспомнила, но вот тоже, опять же, вспоминаешь, что 22 февраля будет металл-концерт, как-то он сегодня вечером не особо-то вписывается. Надо с Витасом созвониться, чтобы он с нашими ребятами это встретился. Еще якутский язык очень вообще, мне кажется, и еще Green Апельсин Анжела тоже говорила, что якутский язык сам, его структура, его звучание очень хорошо, органично сплетается именно в рок-звучании. Вот, в рок, металл, поэтому, мне кажется, тоже об этом стоит помнить. Да? И, кстати, вот вы говорите про металл, да, но на самом деле у нас много коллективов не метальных. И да, вот у нас там кстати, среди участников мы смотрели больше 40 разных коллективов, и есть достаточно интересные сейчас такие самобытные инди-группы, этно-группы очень хорошие есть. И просто вот так получилось почему-то, что металлисты более активные участники в целом. Ну, я не знаю, может быть, так. они все время, когда находились в андерграунде, поняли, что в какой-то момент нужно заявить о себе. Да. Но и уровень якутского рока тоже очень высокий. Вот именно металл-группы у нас очень хорошие, интересные. А если мы говорим о творческой волне, сейчас ваши коллективы, это какая волна будет находиться в якутском роке? Ведь есть же там первая волна, вторая волна коллектива. Где вы распознаете себя? Ну, может, вторая, может, волна. На самом деле. Я могу Да. по волне Да, сказать. потому что Или третья тут у волна. нас особо каких четких волн как будто Да. нет. у нас- Есть. Я наблюдал. Ну, точно первая волна это Чолбон, Да, ну Айтал, мы никак не можем. Нет, Патриархи, это да. Потом нет, 90-е, конечно. потом нулевые, 103. Вот это точно вот третья волна. Да. Потом Скорее, да, А я, третья. собственно, помню, студентом был, вообще, когда музыкой не занимался. Пришел на концерт, Мусхая, там были 103 и Чолбан. И вот я там впечатление получил, и до сих пор. и до сих пор. И вот, пожалуйста, у него собственная этно-металл-группа. Да. Пожалуйста. Так это и работает. Да, вот так и работает. Сейчас четвертая волна. А в четвертой волне кто находится? Четвертая волна — это группы 2015-2025. Это вот даже, наверное, 2020. Это вот Холбон и молодежь Дома музыкантов, на мой взгляд. Потому что если посмотреть, пойти на какой-нибудь рок-концерт или рок-фестиваль, то вы увидите очень много молодежи. И если раньше люди приходили действительно на рок-концерты и выпивали очень много, и вы могли там Сейчас наблюдать парадигма очень сменилась очень. много людей таких, то сейчас люди приходят послушать музыку. И это прям
очень четко видно. И Но музыка я помню сама вот эти стала вот, очень разнообразной. да, и музыка стала гораздо более разнообразной и более сыгранной, и звук стал гораздо более качественный. Потому что звукорежиссеры, оборудование хорошее появилось. Так что сейчас 4-я волна и самый лучший момент для того, чтобы пойти в мир, во весь мир. И хотелось бы слушателям почаще ходить на концерт, Слушать хорошую музыку. слушать хорошую слушать музыку, хорошую качественную. В социальных сетях, кстати, Да. из российских городов часто пишут, когда вот опять новость какая-то, очередной фестиваль. Они пишут, опять что ли фестиваль? Да что у вас там такое вообще происходит? Центр живой музыки, что ли? Мы говорим, да. А почему бы и нет? Давайте в завершении нашего сегодняшнего такого разговора еще я вам задам один вопрос, и от каждого жду, наверное, ответ. Если мы говорим о музыке, давайте, Ян, начнем с вас. Кого из исполнителей или групп любите слушать сами, а кого порекомендуете послушать? Ну, сам слушаю... у меня есть 3 фаворита в основном. Это, конечно, Elements of Dust. Пост-рок они играют. Ребята давно их слушаю уже. Сейчас молодая группа Neri Berry. Тоже вообще классно играют. Это инди-поп, что такое. Ну и вот Psy by Night, я тоже их слушаю вот с прошлогоднего релиза. Очень активно, постоянно слушаю. Ирина? Ну, если говорить в целом, то я вообще разную музыку люблю. Мне нравится и рок, и джаз, и вот у меня как-то нет конкретных исполнителей. Но единственное, если говорить именно о вот якутском роке, то так как я вообще из Максагаоха, то мне Империя Z, наша тоже рок-группа, она тоже у меня периодически, так сказать, в голове играет, да, прокручиваются некоторые, но это непосредственно связано с тем, что я именно еще в детстве их, можно сказать, слушала и практически видела, да, как они растут. Кирилл? Кутурар, потому что они были в турах и очень сыгранные, и очень мирового уровня. Ребята, очень классное продвижение. Там играет барабанщик, который был первым учеником Дома музыкантов летнего лагеря 2017 года. Это моя личная гордость. Букет бумажных цветов. Очень классный коллектив. Тоже там очень много наших учеников, которые прямо с нуля у нас занимались. И 3-я группа Оюр. Тоже. А почему? Можно же ведь и повториться, Вячеслав. Ну, Аюр, да, мне очень нравится Аюр. Да и Кутурар тоже. Но еще я бы хотел добавить все-таки классики немножко. Мне кажется, до сих пор нужно иногда слушать Чолбан. Кстати, да. И Илья? Так, ну мне лично нравится, вот как говорит Ирина, любая красивая музыка. То есть красивый мотив, абсолютно хоть на любом языке. Цыганские мотивы, старинные русские песни, а почему нет? Африканские какие-то там напевы, мотивы, американские даже немецкие. Ну, то есть мне нравится то, что красиво звучит. Так, насчет групп, я бы честно просто скажу, нет такого. У нас в данное время те, кто играет, уже слаженные команды, которые появились, они все лучшие. Хорошо. Я благодарю вас за сегодняшнюю такую интересную беседу. Напомним для наших зрителей, что концерт «Огуз-2», да, состоится уже в эту субботу, 22 февраля. Приходите, не пожалеете. Ну и вообще на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях и слушайте хорошую музыку.